Международный Сухум-марафон собрал множество зрителей и болельщиков. Мероприятие стало настоящим праздником не только для любителей спорта, но и горожан. Посмотреть на бегунов пришли целыми семьями. Взрослые и дети приветствовали марафонцев, поддерживали их на протяжении всей дистанции. Для участия в соревнованиях в республику приехали более 700 спортсменов из Российской Федерации, Казахстана, Кыргызстана и, конечно же, Белоруссии. Рады приветствовать вас на нашей долгожданной выставке «Экспо», к которой мы активно готовились 1,5 года. И, наконец-то, наше событие начинает быть явью. Медали, посвященные как раз-таки истории Сухума. Открою тайну. Фазиль Искандер будет изображен один из героев на медалях детишек. На официальном открытии Сухум-марафона на набережной Махаджиров с приветственным словом к участникам соревнований обратился вице-президент Абхазии Бадра Гунба. Сегодня абхазская гостеприимная земля принимает сотни спортсменов из разных стран, в том числе Российской Федерации, Республики Беларусь, Казахстана. Мы очень рады приветствовать наших друзей на этой благодатной земле. Сухумский марафон объединил людей разных профессий, возрастов, с разными физическими возможностями, но вас всех объединяет любовь к спорту, любовь к активному образу жизни. В первый день марафона на набережной Махаджиров были проведены детские старты на различные дистанции. Число участников превышало более 190 человек. Я давно слежу за марафонами. Они проходят в разных городах мира. Это и в Нью-Йорке самый известный, в Дубае, в Лондоне, в Амстердаме. И давно было пора уже, чтобы мы тоже присоединились к этому празднику бега, здоровья, легкой атлетики, когда множество людей приезжает у нас. Кстати, условия великолепные для проведения таких мероприятий, прекрасная организация. Согласно международному регламенту, до начала старта все спортсмены прошли процедуру регистрации. Каждому участнику были выданы личные номера. Уже в пути марафонцев сопровождали сотрудники милиции на спецтранспорте и судьи на велосипедах. Одни следили за безопасностью на дороге, а другие за соблюдением правил марафона и физическим состоянием бегунов. Двухдневный марафон обслуживали 260 волонтеров, которые обеспечили бесперебойную помощь главному мероприятию года. Мы помогаем, мы даем медали, воду, если что-то еще нужно, помогаем. Трудностей нет, солнце светит, погода прекрасная, улыбаемся. Помогаем в организации проекта «Сухум-марафон». Вам это удовольствие предоставляет? Да, интересно, новые эмоции. Опыт. С самого утра для всех желающих вкусно перекусить представителями сотовой компании «Амобайл» был организован завтрак и обед прямо на улице. Фирма «Амобайл» в лице генерального директора Бориса Барцица решил делать кашу для спортсменов и для жителей города Сухума вместе с горячим чаем, чтобы люди чувствовали себя комфортно. Разнообразной и насыщенной была культурная программа марафона. В течение 2 дней на набережной столицы проходили фестивали абхазской национальной кухни и вин. В музыкальной программе марафона участвовали творческие коллективы республики, а также музыканты военного оркестра 7-й российской военной базы. Самая простая дистанция в забеге «Спутники» – это 5 километров. И хотелось бы сказать, что даже если вы пока не в такой большой, хорошей спортивной форме, чтобы бежать марафон или полумарафон, легкие 5 километров всегда есть возможность. Медаль очень красивая. На медали, с одной стороны, изображены основные сухумские достопримечательности. Это здание администрации города Сухум, это колоннада и это грифоны, знаменитые грифоны у фонтана у драмтеатра. А с обратной стороны здесь мимоза. Это такой символ тоже знаменитый, и люди, которые видят ее, понимают сразу, что есть такая ассоциация с Абхазией, с абхазской осенью. Вот. Так что очень красивая медаль в копилку. Мой сын вчера пробежал, так что у нас 2 медали в семье. Восхищенные чистейшим воздухом, красотой природы, теплыми днями глубокой осени, гости столицы уверены, что это лучшее место на земле. Организация на довольно высоком уровне, насколько я пока вижу.
Вот, в принципе, все есть, как бы стартовые коридоры, арки финишные, стартовые, волонтеры. Не знаю, сейчас посмотрим, как по трассе. Я вчера тестово пробежался трассу. Очень плоская трасса, прям для рекордов. В общем, всем рекомендую сюда приезжать бегать. Я лично первый раз в Абхазии и, надеюсь, не последний. Благодаря, наверное, этому мероприятию появилась возможность там с семьей съездить, приехать к нам в Абхазию. Вот, у меня бежит супруга, бежит старший сын, младший не проснулся, остался спать, поэтому на финише пойдем его будить. Ну и, в принципе, это действительно здорово, это, ну, для нашей семьи это возможность такая вот, повод приехать к вам в гости, посмотреть. На дистанции 5 километров первым к финишу пришел Олег Сидоров. Ему на это понадобилось 15 минут 50 секунд. Золото среди женщин завоевала Екатерина Скритникова. В основной день марафона любителей и профессионалов спорта ожидали более сложные маршруты. Протяженность самой короткой дистанции составила 5 километров. Затем шли полумарафон и марафон. Был установлен первый рекорд Сухум-марафона. В забеге на 42,2 километра среди мужчин первым пробежал дистанцию за 2 часа 48 минут 13 секунд Артем Майоров. В полумарафоне золото завоевали Артем Цыбак из Москвы и Татьяна Никулина из Сыктывкара. Это мой первый марафон. Я рада. У меня пробежал только что муж. Вчера 2 детей. И я решила тоже попробовать. Погода прекрасная, солнышко. Я рада, что я это сделала. Сухум прекрасен, так? Абхазия прекрасна. Мы сюда приехали посмотреть, остались тут жить. Вот. И марафон тоже. Но Абхазия на первом месте. Всех любителей и призеров наградили медалями, сертификатами, денежными призами. Вручали их вице-президент Абхазии Бадра Гунбай, председатель Государственного комитета Тараш Хакба. По словам организаторов, мероприятие прошло на самом высшем уровне, согласно установленному порядку. Вам большое спасибо команде АГТРК за то, что хорошо освещаете наше событие спортивное. Я уверен, это очень серьезно послужит развитию спорта в республике, развитию легкой атлетики, бега. Это обогатит нашу спортивную культуру нашего города. И это еще один хороший праздник в копилке города Сухум, нашей республики, в нашей Абхазии, с чем я всех нас и поздравляю. Участники и болельщики Сухум-марафона надеются, что данное мероприятие станет ежегодным. Адица Сагария, Раму Камке, Константин Паруло, Абхазское телевидение.